Экспозиции, посвященной Владимиру Николаевичу Королеву, который ушел от нас 5 декабря 2019 года. Ну, а если начать с корней, то взрастила Владимира Николаевича и его семью Карткиросская земля, деревня Керес. В семье было Николая Николаевича, отца Владимира Николаевича, и Мании Яковлевны, 7 детей, 3 братьев и 4 сестер. С 6 класса, вот если вот говорить какие-то вот цифры, факты, 6 класса, вот как сам Владимир Николаевич отмечал, он параллельно со школьной программой стал заниматься краеведческими исследованиями. Самостоятельно взялся за изучение истории, географии, биологии, астрономии. И он всегда отмечал, что Киресская библиотека была очень богатой для тех времен. С отличием он окончил 8-летнюю школу, направил документы в Ленинградское арктическое училище, но был, конечно, забракован, потому что у него с детства были большие проблемы со зрением, инвалидность по зрению. Но Владимир Николаевич вообще, он как бы, когда вот я про него думаю, он, конечно, он преодолевал, и он был вот такой пробивной. Он не сдался, он поехал, подал документы в Печорское речное училище. Там, конечно, тоже ему сказали, что с его зрением он не пройдет. Но он добивается принятия в ПРУ, а после окончания в 1968 году он зачислен в плавсостав Печорского бассейнового управления. Проработал он в Печорском бассейновом управлении до 1989 года, и вдумайтесь, 20 лет из них в должности капитана-механика теплохода. И если еще вот о цифрах, то он был самым молодым капитаном Печорского бассейнового управления. В 20 лет его назначили командиром судна. Это же ответственность не только за технику, но и за команду. Мне кажется, это, конечно, вот эти все факты, они вот по кусочкам собирают образ самого Владимира Николаевича. Если уйти от биографии и перейти к географии, то обратите внимание на плакат, называется «Рассказывает Владимир Королев». В 1989 году он принял участие в экспедиции на судне «Помор» на остров Шпицберген. И чем тоже примечателен был этот поход мне кажется, для Коми АССР в то время, для Республики Коми, что благодаря Королеву флаг Коми впервые вышел в Северный Ледовитый океан и был перенесен через Белое, Баренцево, Норвежское, Гренландское моря и обратно. Ну и вот опять же, это случилось во время советско-норвежской морской арктической экспедиции «Поморский коч», в которой Владимир Николаевич исполнял обязанности старпома, научного сотрудника и главного механика экспедиции. Также большое значение мне кажется, для даже, можно сказать, государственности Коми имеет экспедиция по следам Василия Латкина, которую Владимир Николаевич сотоварищей посвятил именно нашему выдающемуся исследователю, этнографу. Ну и нам особенно приятно, что в 1988 году Владимир Николаевич стал автором книги «Россия. Беспокойный гражданин», посвященной Василию Николаевичу Латкину. Вот она здесь представлена. И презентация этой книги... Сидоров, но просто этнограф-исследователь. Презентация книги «Россия. Беспокойный гражданин», посвященная Михаилу Константиновичу Сидорову, она состоялась в то время в Ленинской библиотеке, в Национальной библиотеке нашей. Нам это, конечно, безусловно приятно. Также лично для меня, наверное, самой такой экспедицией Владимира Николаевича, это его экспедиция в Республику Саха-Якутия. Она носила помимо географического характера, историко-краеведческую направленность. Жители Якутии, вот как вот он в своей книге «Биарный» описывает, они очень живо интересовались финно-угорской тематикой, и практически в каждом селе, куда он приезжал, куда его доставляли вертолетами, на лыжах, его не хотели, то есть это все были внеплановые встречи, никто не планировал, не было афиши, инстаграма, телеграмма, что к вам едет Владимир Королев. Все это было самостийно, стихийно, но по воспоминаниям Владимира Николаевича его не хотели отпускать, дети задавали очень много вопросов, и он о Якутии отзывался с большой теплотой. Ну и также в Якутии вот эти вот фотографии, они, конечно, прекрасные. С ним произошла экстремальная ситуация, одна из многих, я так думаю, потому что он был все-таки путешественником. Как вспоминает сам Владимир Николаевич, стая волков окружила его, и он не знал, что делать, но, видимо, как бы адреналин подсказал. Он описывал, что он разделся догола, вот пуховик, который он был, он надел малицу, подложил под малицу пуховик и лег спать.
Он просто приказал организму лечь спать. И когда он проснулся, волков не было. То есть кто-то скажет чудо, а мы скажем характер, конечно. И здесь же на экспозиции, это немного фотографий, но они представлены на слайде, конечно, то, что меня поражает, это работа над судном Кочем Зарний Ань. Чем примечательны вот Зарний Ань и Англ для нас? Одной из подпрограмм Центра Биармия, руководителем которой стал Владимир Николаевич, стало возобновление традиционного судостроения. И Владимиром Николаевичем было принято решение о реконструкции древнейшего транспортного средства финских коми-народов деревянного парусно-весельного судна «Коча». Работа над судном велась в условиях отсутствия финансирования и даже без блока чертежей, которые, как правило, все делают перед началом работы. Модель судна, она находилась у Владимира Николаевича в голове. Вот здесь представлены бесплатные образцы, которые каждый из вас может взять, чтобы попробовать. Вот эта вот маленькая моделька Коча. Вот это сделал у меня сын с мужем, поэтому нам очень понравилось. Любой желающий может подойти и взять. В 1991-1992 годам под руководством Королева был смоделирован маршрут по древним водно-волоковым путям Коми-края через реку Печору в Баренцево море. Весной 1992 года его Коч Зарний Ань вышел из Сыктывкара к верховьям Пежбы, а спустя месяц прибыл в Печору. И еще мне показалось любопытным, вот как называли Королева. Ну, для каждого из вас он какой-то свои воспоминания, но вот мне очень понравились. Финно-угорский тур Хейердал, мечтатель, обогнавший время, так мы назвали нашу выставку, потому что, мне кажется, это очень соответствует духу Владимира Николаевича. Пассионарный землепроходец, так его назвал Лев Гумилев. Вот здесь Владимир Николаевич собирал автографы, и на нашей выставке тоже несколько образцов. Только вдумайтесь, Лев Гумилев подписал книгу Владимиру Николаевичу, и также Валентин Пикуль тоже оставил дарственную на книге. И еще немного из интересных фактов, которые также характеризуют Владимира Николаевича. В 1963 году он стал организатором и руководителем первой самостоятельной экспедиции двухдневного лыжного маршрута для своих одноклассников. Маршрут протекал следующим путем: Керес, Вася Эжьес, Максим Эжьес, Илья Эжьес, Керес. В 7 классе он на добровольных началах руководил школьной библиотекой. Первая газетная публикация Владимира Королева называлась статья «Кубок уличников» и была опубликована в «Молодежи Севера» в 1969 году. Владимир Николаевич автор статей, публикаций, периодических изданиях и его книги «Россия. Беспокойный гражданин», посвященная Северову, и большой труд Владимира Николаевича «Биармия. От краеведения к философии биосферного воспитания». И еще немного у Владимира Николаевича короткой строкой. Помимо многолетней программы экспедиционных исследований всего Евроазиатского севера от Англии и Шпицбергена, являлся руководителем Центра биосферного воспитания «Биармия». Реализовал более 30 проектов арктических, зимних, длительных, сложных и в том числе одиночных экспедиций с комплексными биосферными исследованиями. Они охватывали проблемы Арктики, темы краеведения, биомедицины, бионики. Я, побывав, мне предоставилась честь побывать у Владимира Николаевича дома. Я, конечно, всегда, наверное, буду вспоминать, я вот детям своим рассказывала, какая богатая библиотека и какой все-таки разносторонний Владимир Николаевич был человек. Но основное, Вера Ивановна, не знаю, поправьте меня, если прилагательное, которое характеризует Владимира Николаевича, это пробивной. Вот он хотел и делал. Вот он вижу цель, не вижу препятствий, не вижу преград, с хорошей точки зрения. То есть он финно-угорскую тематику развивал, связи поддерживал, и какой у него круг знакомых, кто его только не поддерживал, потому что когда в книге читаешь, сделал звонок, Володя, да, не ожидал, что бесплатно там меня пролететь до Чукотки, опять Володя, да, и мне кажется, таких людей, их, наверное, 1 на миллион, но я считаю, что это, наверное, хорошо, потому что только так начинаешь ценить таких личностей и их масштаб. Спасибо всем большое. Если кто-то хочет высказаться, я буду рада.